Петя, сходи, пожалуйста, в магазин. Вот список продуктов и деньги. Хорошо, бегу, мамочка. Хлеб, молоко и макароны. Как скучно. А ведь тут хватает на конструктор. Может, на мороженку останется. Что, если их и купить? Эй, мы слышали твой план. Только маме не говорите. Не скажем, если ты поиграешь с нами. Сыграем в магазин. У тебя есть 3000 листьев. Это все твои деньги на неделю. Что бы ты купил у нас? Конечно, конструктор. Крутая штука, давно хотел. Проиграл. Ты потратил все листья. А дома все останутся голодными. Конструктор ведь не съешь. Тогда конфеты. Их можно есть. Хе-хе, снова проиграл. Есть всю неделю конфеты. Мама точно не одобрит. Получается, надо брать продукты? А вот и победа! Сначала надо тратить деньги на самые необходимые. Так я что-нибудь выиграл? Иди в магазин, купи все по списку, а приз будет ждать дома. Мамуля, я купил все строго по списку. Даже сдача осталась. Какой ты молодец, оставь себе, можешь купить на нее мороженое. А вот и приз. Бабуля, представляешь, как круто? Я вчера сам ходил в магазин за продуктами. Молодец какой. Вот, возьми, купишь себе что-нибудь. Спасибо, бабуля. Эх, на самокат этого не хватит. Может, купить себе много-много конфет и есть, когда захочу. Или машинку с пультом. Лучше, чем у Коли. Или классные фломастеры. Или конфеты и фломастеры. Точно! Приветики, дядя! Какие классные кроссовки! Откуда они? Накопил и купил. Накопил? Как это накопил? Давай я познакомлю тебя со своими друзьями, и ты все поймешь. Это моя подруга Сорока. Она главная модница. И в первый же день тратит все деньги на новые вещи. А затем целый месяц у нее нет денег, и она грустит. А она так мечтает поехать в путешествие. А это пеликан. Он самая терпеливая птица. Тратит зарплату только на нужные вещи. А оставшиеся деньги он откладывает. Так, за год он накопил на свою мечту – компьютер. И теперь он рубится в игры и учится дома. Понятно! Мама, мамочка, нужно срочно начать копить на самокат. Можно мне копилку? Держи, как раз хотела сделать тебе подарок.
Пусть все пришлют мне свои СМС-коды. Трах тебе дох! Ай! Вылезай-ка! Вылезать будешь? Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на fincult.info. Мам, а что это за штука такая? Робот? Это банкомат. Сейчас он нам даст немного денег. Вау! А давай возьмем много-много денег и купим самокат. Я очень хочу самокат. Я бы тоже так хотела, но не получится. Банкомат не может дать больше денег, чем я заработала. А заработала это как? Погоди, почемучка. Сейчас я закончу и объясню. Дятел, ты знаешь, что такое зарабатывать? Конечно. Значит, делать что-то полезное и получать за это деньги. Я вот собираю букашек. Это непростая работа. Мудрая сова выдает за это мне монетки. Чем больше букашек, тем больше монеток. Такое правило. На них я покупаю еду и вкусняшки, а иногда и подарки своим птенцам. Сколько заработал, столько и можно потратить. Ого, а я могу собирать букашек, чтобы заработать на самокат? Нет, это работа для взрослого дятла. Но я уверен, что ты найдешь свое дело. Мам, я понял, деньги не дают просто так. Сначала их надо заработать. Давай я тебе буду помогать на работе, чтобы мы купили самокат. На работу тебе еще рано. Может, будешь больше помогать по дому? За настоящие деньги? За настоящие. Класс, я смогу заработать на самокат. Ого! Привет, чего делаешь? Представляешь, я долго копил на самокат и уже собирался его купить. А сейчас просто выиграл. Мне его дают бесплатно, бесплатно. А свои деньги потрачу на конфеты. Круто! А ты знаешь, что такое бесплатный сыр? Вау, есть еще бесплатный сыр. Где взять? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Знакомься, это голубь. Он такой же доверчивый, как и ты. Недавно он поверил, что выиграл в интернете килограмм семечек. Но его обманули. Попросили оплатить доставку приза, а в итоге украли все деньги с его счета. Мошенничество и никаких семечек. Запомни, в интернете нужно быть очень внимательным и не кликать по заманчивым ссылкам. Оп, попался. А еще лучше все покупать с родителями. Мама, можешь мне помочь? Давай этот, он крутой. Хорошо, сейчас купим. Ты проверила, это не мошенники? Да, я все проверила. Но ты молодец, что такой внимательный. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался в банк или в страховую компанию, расплачивался банковской картой, открывал вклад, брал кредит. Это обычные действия и важная часть нашей жизни. Мы убеждены, что чем раньше человек научится планировать свои доходы и расходы, управлять личным бюджетом, приумножать и сохранять свои сбережения, тем меньше финансовых ошибок он совершит в своей жизни. Наши онлайн-уроки помогают ребятам получать эти знания и ориентироваться в мире финансов. Наши лекторы – сотрудники Банка России и финансовых компаний. И это значит,
будет много практики и примеров из жизни. Мы не пересказываем учебники, а даем материал в интерактивной форме. Мы стараемся сформировать у слушателей ответственное отношение к финансам. Это поможет им не растеряться и находить правильное решение даже в самых сложных финансовых ситуациях. Уже 800 тысяч школьников со всей страны научились вместе с нами составлять личный финансовый план, знают, как защититься от кибермошенничества и знакомы с основами предпринимательства и инвестирования. А еще полученные знания помогают сдавать экзамены по экономике и обществознанию. Об этом нам пишут учителя в своих отзывах. Вместе с вами на уроке будут ребята со всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока. И вы даже сможете немного посоревноваться, отвечая на вопросы в интерактивах. Чтобы принять участие в онлайн-уроках, нужны лишь интернет, компьютер, колонки и проектор. Необходимо зайти на наш сайт, выбрать интересующую тему урока, дату, время и зарегистрировать класс. Увидимся на онлайн-уроках. Петя, сходи, пожалуйста, в магазин. Вот список продуктов и деньги. Хорошо, бегу, мамочка.
Хлеб, молоко и макароны. Как скучно. А ведь тут хватает на конструктор. Может, и на мороженку останется. Что, если их и купить? Эй, мы слышали твой план. Только маме не говорите. Не скажем, если ты поиграешь с нами. Сыграем в магазин. У тебя есть 3000 листьев. Это все твои деньги на неделю. Что бы ты купил у нас? Конечно, конструктор. Крутая штука, давно хотел. Проиграл. Ты потратил все листья. А дома все останутся голодными. Конструктор ведь не съешь. Тогда конфеты. Их можно есть. Хе-хе, снова проиграл. Есть всю неделю конфеты. Мама точно не одобрит. Получается, надо брать продукты? А вот и победа! Сначала надо тратить деньги на самые необходимые. Так я что-нибудь выиграл? Иди в магазин, купи все по списку, а приз будет ждать дома. Мамуля, я купил все строго по списку. Даже сдача осталась. Какой ты молодец, оставь себе, можешь купить на нее мороженое. А вот и приз. Ого! Привет, чего делаешь? Представляешь, я долго копил на самокат и уже собирался его купить. А сейчас просто выиграл. Мне его дают бесплатно, бесплатно. А свои деньги потрачу на конфеты. Круто! А ты знаешь, что такое бесплатный сыр? Вау! Есть еще бесплатный сыр. Где взять? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Знакомься, это голубь. Он такой же доверчивый, как и ты. Недавно он поверил, что выиграл в интернете килограмм семечек. Но его обманули. Попросили оплатить доставку приза, а в итоге украли все деньги с его счета. Мошенничество и никаких семечек. Запомни, в интернете нужно быть очень внимательным и не кликать по заманчивым ссылкам. Оп, попался. А еще лучше все покупать с родителями. Мама, можешь мне помочь? Давай этот, он крутой. Хорошо, сейчас купим. Ты проверила, это не мошенники? Да, я все проверила, но ты молодец, что такой внимательный. Мам, а что это за штука такая? Робот? Это банкомат. Сейчас он нам даст немного денег. Вау! А давай возьмем много-много денег и купим самокат. Я очень хочу самокат. Я бы тоже так хотела, но не получится. Банкомат не может дать больше денег, чем я заработала. А заработала это как? Погоди, почемучка. Сейчас я закончу и объясню. Дятел, ты знаешь, что такое зарабатывать? Конечно. Значит, делать что-то полезное и получать за это деньги. Я вот собираю букашек. Это непростая работа. Мудрая сова выдает за это мне монетки. Чем больше букашек, тем больше монеток. Такое правило. На них я покупаю еду и вкусняшки, а иногда и подарки своим птенцам. Сколько заработал, столько и можно потратить. Ого, а я могу собирать букашек, чтобы заработать на самокат? Нет, это работа для взрослого дятла. Но я уверен, что ты найдешь свое дело. Мам, я понял, деньги не дают просто так. Сначала их надо заработать. Давай я тебе буду помогать на работе, чтобы мы купили самокат. На работу тебе еще рано. Может, будешь больше помогать по дому? За настоящие деньги? За настоящие. Класс, я смогу заработать на самокат. Бабуля, представляешь, как круто? Я вчера сам ходил в магазин за продуктами. Молодец какой. Вот, возьми, купишь себе что-нибудь. Спасибо, бабуля. Эх, на самокат этого не хватит.
Может купить себе много-много конфет и есть, когда захочу. Или машинку с пультом лучше, чем у Коли. Или классные фломастеры. Или конфеты и фломастеры. Точно! Приветики, дядя! Какие классные кроссовки! Откуда они? Накопил и купил. Накопил? Как это накопил? Давай я познакомлю тебя со своими друзьями, и ты все поймешь. Это моя подруга Сорока. Она главная модница. И в первый же день тратит все деньги на новые вещи. А затем целый месяц у нее нет денег, и она грустит. А она так мечтает поехать в путешествие. А это пеликан. Он самая терпеливая птица. Тратит зарплату только на нужные вещи. А оставшиеся деньги он откладывает. Так, за год он накопил на свою мечту — компьютер. И теперь он рубится в игры и учится дома. Понятно! Мама, мамочка, нужно срочно начать копить на самокат. Можно мне копилку? Держи, как раз хотела сделать тебе подарок.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался в банк или в страховую компанию. Расплачивался банковской картой, открывал вклад, брал кредит. Это обычные действия и важная часть нашей жизни. Мы убеждены, что чем раньше человек научится планировать свои доходы и расходы, управлять личным бюджетом, приумножать и сохранять свои сбережения, тем меньше финансовых ошибок он совершит в своей жизни. Наши онлайн-уроки помогают ребятам получать эти знания и ориентироваться в мире финансов. Наши лекторы – сотрудники Банка России и финансовых компаний. И это значит, будет много практики и примеров из жизни. Мы не пересказываем учебники, а даем материал в интерактивной форме. Мы стараемся сформировать у слушателей ответственное отношение к финансам. Это поможет им не растеряться и находить правильное решение даже в самых сложных финансовых ситуациях. Уже 800 тысяч школьников со всей страны научились вместе с нами составлять личный финансовый план, знают, как защититься от кибермошенничества и знакомы с основами предпринимательства и инвестирования. А еще полученные знания помогают сдавать экзамены по экономике и обществознанию. Об этом нам пишут учителя в своих отзывах. Вместе с вами на уроке будут ребята со всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока. И вы даже сможете немного посоревноваться, отвечая на вопросы в интерактивах. Чтобы принять участие в онлайн-уроках, нужны лишь интернет, компьютер, колонки и проектор. Необходимо зайти на наш сайт, выбрать интересующую тему урока, дату, время и зарегистрировать класс. Увидимся на онлайн-уроках.